Как мы уже сообщали, на всероссийском конкурсе детской игрушки победил осужденный из Коми Анатолий Непомнящий. Сделал дом сказок в форме разборной пирамидки. Наша съемочная группа отправилась в Книжпогостский район, чтобы познакомиться с мастером. Виктор Прокушев об искусстве за решеткой. Анатолий Непомнящий окончил художественную школу, был подающим надежды учеником, но по своей глупости попал за решетку. Сейчас все свободное время проводит в своей мастерской в лечебно-исправительном учреждении поселка Ракпас. Не раз он побеждал в различных конкурсах и теперь звезда местного масштаба. Его работы украшают территорию колонии. Коллекцию скоро пополнят 2 деревянных офицера. Сначала я сниму кору с них, потом бензопилой делается заготовка, болванка, то есть вся грубая. Потом даем опять ей выстоять неделю. Посмотрим, где она лопнет, где она треснет, где что. До конца сушить ее нельзя, потому что работать более, пока мягкая, более удобно. Через 2 года Анатолий Непомнящий выйдет на свободу, поэтому сейчас передает свои навыки подмастерью. Не хочет, чтобы зона в Ракпасе осталась без умелых рук. Думаю, надо чем-то заниматься. Вот, мне предложили попробовать работать здесь, в сувенирке. Там резать шахматы, шкатулки. Вот, я согласился. Вот, пришел, мне понравилось. То есть желание у меня есть и способности к этому. В соседней колонии в Емве наладили целое производство. Сейчас выполняют муниципальный заказ. Вырезают из дерева фигуры медведей. Вскоре они украсят один из парков города. Работы вы можете посмотреть самого разного плана. То есть это и работа и с проволокой, и с деревом, и с камнями. То есть и инкрустация, и резьба, и лакировка. Все проходит в этой кузнице. Эту скамейку примирения тоже сделали заключенные. Судя по внешнему виду, это сооружение пользуется в колонии большой популярностью. Виктор Прокушев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Книжпогостский район.